И, знаете, именно чтобы иметь, да, вот возможность проповедовать христианство на славянском языке, нужен был перевод славянского священного значит, письма на славянском языке, и нужно было вот эта азбука. И благодаря вот Кирилла и Мефодия мы имеем возможность читать, писать на славянском языке. День славянской письменности и культуры празднуется именно 24 мая по всей России. Это российский праздник. А мы в колледже в этот день мы слушаем хоровую музыку, наслаждаемся ею. И в этом году очень символично, что при филармонии Халилова создан хоровой коллектив профессиональный под руководством Чудов Петровный сад. И мы сегодня тоже услышим их пение. Поэтому жалко, что мне нужно бежать в Министерство культуры на совещание. Хотела послушать и поблагодарить данный коллектив, им сказать, как у нас в провинциях принято, белой дороги, профессиональных таких творческих взлетов. Именно мы видим в них тоже ту звезду, которую вот наши студенты, хоровики должны смотреть и учиться у этих наших профессионалов. А профессиональный хор вот этого коллектива создан под руководством Чудов Петровный сад. Огромное спасибо вам за труд. Ну, а сейчас я думаю, что именно вот хоровое пение, почему именно хоровое пение в День славянской письменности? Это потому что хоровое искусство, она, как сказать, основа вот этой славянской культуры и письменности. Ну, я дальше передаю слово нашему ведущему, что человек ушел во мне, но чтобы мы начали наше мероприятие. Спасибо. Добрый день, дорогие гости, преподаватели и студенты. Сегодня отмечается праздник, приуроченный ко дню памяти первоучителей Кирилла и Мефодия, День славянской письменности и культуры. Смысл этого праздника основывается на стремлении духовности и знаниям, сохранении истории, богатства русского языка и культуры в нашей стране. В 862 году к византийскому императору Константинополю прибыли послы от маратского князя с просьбой отправить проповедников, которые могли бы рассказать о христианстве на славянском языке. Для этого были отправлены братья Кирилл и Мефодий, выросшие в силунской знатной семье, имевшие прекрасное образование и воспитание. Кирилл с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. В 15 лет он постиг все науки своего возраста, времени и многие языки. Работал библиотекарем при дворе императора и за свой ум и выдающиеся познания получил прозвание философ. А Мефодий был в звании военного и являлся правителем в одной из подчиненных Византийской империи. Чтобы иметь возможность проповедовать христианство на славянском языке, необходимо было сделать перевод, но как такового языка у славян не было. Поэтому нужно было братьям придумать буквы, чтобы записать их в виде слов. Некоторые слова и буквы Кирилл позаимствовал из греческого алфавита. Некоторые даже изобрел вместе с братом. И получилась удобная азбука, которой мы пользуемся до сих пор. Так, в 863 году была создана славянская азбука, существовавшая в двух вариантах – глаголе
говорить и кириллица. Каждая буква азбуки была индивидуальна, неповторима, имела свое название. Аз, буки, иди, знание и глагол. Названия букв должны были напоминать людям о таких словах, которые нельзя забывать. Добро, живете, земля, люди, покой. Братья говорили, буквы должны быть красивыми и простыми, чтобы рука писала легко, без задержек, словно пела. Таким образом, у славян появился не только кириллический алфавит, но и родился первый славянский литературный язык. Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых первых удобных систем языка. Слово предоставляется председателю регионального отделения Всероссийского правового общества в Республике Тыва Алле Николаевне Саровой. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, уважаемые студенты. Сегодня в нашем красивом зале мы отмечаем праздник День славянской письменности и культуры. Во всех регионах России он проводится как праздник песенного искусства. Тува, наравне с другими регионами, также отмечает этот праздник. На российскую землю этот праздник пришел в 1992 году, когда в Москве на Славянской площади был установлен памятник Кириллу и Мефодию. Слово – это великая сила, без слова нет культуры, но значение слова увеличивается во много раз, в сотню раз, когда к нему добавляется музыка. Необходимо отметить, что в Туве достаточно активно возрождается и развивается хоровое и народно-песенное искусство. Участниками этого движения становятся детские хоровые коллективы, детские школы искусств, а также хоры общеобразовательных школ. А также в районах работает очень активно, развивается художественная самодеятельность, где почти в каждом районе и в каждом селе есть хоры, которые исполняют народную музыку, народные песни. Эти коллективы в основном работают стабильно на протяжении всего учебного года. И как следствие мы отмечаем повышение исполнительского уровня из года в год. Стимулом такой работы стали проведения различных городских, республиканских и всероссийских конкурсов. Большую просветительскую работу проводит, кроме учебной работы, проводит наш учебный женский хор под руководством Чудовой Петровны Сад. Он является лауреатом и дипломатом многочисленных конкурсов и фестивалей разного уровня. А также, как сказала Анна Махамушкульна, в этом году у нас знаковое событие произошло в культурной жизни нашего региона. Впервые был создан хор из солистов филармонии и бывших выпускников вокального и хорового отделения нашего колледжа, которые отчитались, исполнили хоровую музыку на празднике, посвященном Дню Победы. Это знаковое событие, которое мы отмечаем с радостью и пожелаем больших творческих успехов. Завершая свое короткое выступление, я хочу цитатой Владимира Владимировича Путина
Несколько лет назад я была в Москве, в Большом зале консерватории, где обсуждались вопросы развития духовной культуры нашего общества в России. И вот там была озвучена цитата Владимира Владимировича Путина, которая напрямую очень четко определяет направление нашей деятельности. Он говорит, хоры – это самая массовая форма культуры и искусства. И если они зазвучат по всей стране, то сама страна будет ощущать себя единым культурным пространством. От себя лично я хочу сказать, что хоровое пение, оно является самым демократичным, самым красивым, самым массовым и самым простым видом музыкального искусства. И сегодня, я надеюсь, праздник объединит нас радостью, взаимопониманием, любовью и единством. Желаю вам успешного выступления. Итак, начинаем хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Перед вами выступит женский хор Российского колледжа искусств, художественный руководитель Шурра Сад, концертмейстер Виктория Луны. Кристоф Блюк. Праздник хора. Слова Камус. Петр Ильич Чайковский. Неаполитанская песня. Обработка для хора Метеличенко. Солдатские звезды. Музыка Юрия Чичкова, слова Ибраева. Дирижирует Монмуш Кушкаш. Свежий ветер снова, и волна со мной снова,
Тамара Богатенко, слова Юрия Островского. Александр Долгомыжский, «Сватушка», хор девушек из оперы «Руслан». Дирижирует Ондар Айдар. Музыка и слова Фейта. Если бы не было войны. Слова и музыка Людмилы Марченко. Дирижирует Сайлана Ламасана. Старый жук летает, зум-зум-зум.
Сергей Прокофьев. «Нам не нужна война» из санатории «На страже мира». Дирижирует «Ветчина и любовь» солистка Дара Пума. Хорошенький, молоденький, разговаривал со мной с девчоночкой молодой, разговаривал со мной с девчоночкой молодой. Я очнулась, я проснулась, и нету никого. Нету никого, нет любезного его, одни прянички, орешки на столике лежат, одни прянички, орешки на столике лежат, янтари огнем горят, на разлуку говорят. Если ты забеды, пойдут зеленые сады, пойдут зеленые сады, искать милого следы. Хорошенький, 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 молоденький, разговаривал со мной с девчоночкой молодой. Утром стоит тишина, заняты школьники делом, пишут по белому черным, пишут по черному белым, перьями пишут и мелом. Нам не нужна война. Стройка идет в Ленинграде, строится наша Москва, а на доске и в тетради школьники строят слова. Четкая в утреннем свете, каждая буква видна, пишут российские дети. Мир всем народам на свете. Нам не нужна война. Джоаккино Россини «Хор тирольцев» из оперы «Лебедей». Коляда. Музыка Сергея Смирнова, слова народные.
Дирижирует Селен Судой. А теперь переходим ко второй части нашего концерта. Перед вами выступит сводный хор Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халимова, художественный руководитель и дирижер Чонран Сад, концертмейстер, заслуженный деятель искусств Республики Тыва Наталья Лобзан. Тувинская народная песня «Хандагатри» по обработке Алексея Черкалова.
Ростислав Калянбиль, Адам, слова Чебевола Кулара. Владимир Тока, Ноктюрн, обработки для хора Черганы Калусанда.
Чуйгардың голосында слова Алыкыс Комбу, солист Игорь Карасан. Эта песня посвящается солдатам из Тувы, которые в настоящее время находятся на спецоперации в Украине. Слова Александра Дажая. Перевод Владимира Липатова. Солистка Ондар Алия.
Абдабахурка, Ава Табан. Слова Расула Гамзатова. Журавли.
Музыка Исаака Дунаевского, слова Михаила Матусовского. «Летите, голуби» из кинофильма «Мы за мир». Государственной филармонии. Желаем дальнейших успехов. На этом мы с вами прощаемся. Слово предоставляется для вручения благодарственных писем. Позвольте мне от имени директора Тюменской государственной филармонии вручить благодарственные письма